Махмуд Али Калиматов побывал на площадке возведения школы на 720 мест в 4-м микрорайоне Карабулака. Трехэтажное здание площадью более 3000 квадратных метров возводится в рамках национального проекта образования. Стоимость объекта более 525 миллионов рублей. Строительство школы с застройщиком СЕВ «Кавказстрой» начато в мае 2019 года. Срок сдачи перенесен на апрель текущего. Как сообщил начальник стройучастка Ибрагим Пугоев, на объекте осталось сделать откосы по фасаду, подключить вентиляцию и завершить благоустройство территории. В конце 2019 года здесь был открыт детский сад «Сказочный мир» на 220 мест. 25 марта я буду здесь. 10 июля та школа. Вот мы отпол цигч хамхули угзе цигчи. Вот халмах етла. Аз угзе кидите дачу. Я вам не дам ни проект, ни объекта, ничего. Шун халмы есть. А самучан аж зададим. Тебе же надо облагородить, тебе же надо деревья посадить, тебе же надо много чего сделать. И для детей участок большой. Он человек, который строит, но в то же время у него ответственность должна быть. Но и мы должны, мы должны на качественный уровень послать. Если мы в этом году сможем, вот по плану, если мы объекты бы все сдали за месяц, за два бы. Да? Для этого нужно, чтобы мы сдавали объекты досрочно. Качественно, но досрочно. Или хотя бы в срок. Я говорю, десятками можем объекты брать. Ах, болху бувейн, болхлойху бувейн, ах, чудак, давай. Ты должен зарабатывать, понятно. Но дети же не могут вот так вот сидеть. Поэтому мы навстречу идем. Тебе и всем строителям. Ну, образовательный объект даст хороший импульс развитию этой части города, которая является районом новостроек. Также в Карабулаке руководитель субъекта осмотрел строящуюся школу на 320 мест. Работы по возведению образовательного учреждения по улице Асканова проходят в рамках программы «Сейсмика» с мая 2019 года. По словам представителя стройкомпании «Ингстрой», готовность объекта составляет 64%. Подрядная организация наращивает темп, чтобы ликвидировать отставание от графика. Сейчас на строящемся объекте прокладываются инженерные коммуникации. Также специалисты устанавливают системы водоснабжения, отопления и канализации, монтируют фасад и кровлю. В помещениях будущей школы идут работы по внутренней отделке. По качеству, по всему, Ахмад. Да, качество приемлемо, но недостатки есть, конечно. Но они устранимы? Устранимы, да. Вот. Середина июня спокойный. 1200 детей 3 года разбросаны по другим школам. Вы можете это представить? Да, да. И каждый работник Аллас, ой, бирыш, ходит еще не. И мы же не просто делаем ее, просто коробки, а что не. Просто в школе, а что? Ухчи, и школа, мы хозбирждовы. Светлые дети. Деньги дает президент Владимир Владимирович Путин. Вот сколько у нас школ построено уже? Очень много. Ну, примерно 30-40 уже. Есть где-то. Детские сады, больницы. Мы никогда бы их не построили. Ах, Швейн Хадалыч. Хадим, иди здесь. А у нас еще много вопросов, кроме школ. Поэтому я вас призываю. Глава региона дал поручение увеличить численность рабочих с 16 до 60 человек на каждом объекте. Руководитель региона подчеркнул необходимость официального найма рабочей силы. Кроме того, затронули вопросы очистных сооружений и вывоза строительного мусора. Глава республики дал поручение, чтобы ни одна подрядная организация не работала без заключенных договоров с полигонами, а те, в свою очередь, не утилизировали отходы без соответствующей оплаты. Сколько у тебя здесь рабочих? 16 человек. Да. Трудовой книжница. Благодаря Аллаху. Он должен 20 штук позже, сад позже. Хавахсак трудовой оформить. Почему легче его выгнать? Не пришел, не волнуйся. Сколько раз повторять? Человек, который оформился на работу, у него трудовая. А почему, знаешь, не берут? Честно говоря, я супровожу. Приходит из рабочих, Хаким, чего у вас? У тебя же болеет Хаким? Привет передать, да, сугар. Балх, оформить сидичи, если у него трудовой нету, у него стажа. Стажа нету, потом отпуск акции.
исцелила, избахандаться, хайцеетик, официально. Ах, больнич далдезицин смог жить. Далдез, избизм бацинди. Страховой отчисление же есть. Избизм бацинди. Кого чудут? Дезл бахар. Стаж яц хамдац, Бог бемгат ишт. Говори, ах чедя. Ах, шины фальшивые пенсионные пенсии даквоус. Ах, вы знаете, надо. Он занимает эти деньги. Потом что он делает? Второй вариант. Фальшивые документы делает, инвалидность делает. А почему он делает? У меня к нему претензий нет. Да, ему 20 дней. Жить надо, да? Да жить ему надо же. А потому что вот эти толстосум, меня не разбиришь. Объект, нахвати мне. Царь я хочу, чтобы это везде знали. Не надо. Хадич. И раби инвалид. Что договор? Хадис срочный. У него договор будет. По договору трудовой будет написано. По срочному договору я 3 месяца отработал на стройке такой-то. Все правильно. Я прошу везде, вот смотрите по этим трудовым и трудоинспекции, чтобы, потому что людей нельзя ставить в условия бесправных. Юридически, вы Бог собой, юридически ценно. Вы хамху дачу. После осмотра объектов образования глава региона направился в Сунджу, где завершается строительство новой поликлиники, рассчитанной на 300 посещений в смену. Общая площадь помещений нового медучреждения составит 1852 квадратных метра. В ней разместится в том числе дневной стационар на 10 коек. Берите все соглашения. Понимаете, вопрос в чем? Я почему говорю это? И министр говорит, пожалуй, бизнес – это рискованное дело. Да? Да. Мне говорят, построй больницу. В ходе вот этого говорят, нет, надо поликлинику. Вот, делайте перерасчеты, проект делаете, потом мне отдадите, я опять приду. А вы что? Вы же не хотите отказаться от денег? Сегодня вот уже в ноябре будет 3 года, да? Да. Я так понимаю? Да, да. А ВОЗ и ныне там. У нас район больницы вот там без слез не взглянешь. Сегодня я вот поехал уже объекты езжу, где недострои. Они по 3 года стоят. Берут землю, проект, взятку дали и начинают. Им плевать. Геодезия, геология, им исследования, они плевать. Они берут. А тебя как специалиста нанимают, я жду. Изначально тебе надо бы сказать, я проект юлыш, я хочу юлыш. Шейн прораблали, совар узы, а они что должны делать? Это старые объекты, которые перешли. И знаешь, сколько надо было сил, чтобы уговорить, чтобы нас их не заморозили. Аж перейти ты должен на следующий год. Берите, пожалуйста, чтобы здесь двор был, и все было, вычислено, деревья, цветы и все остальное. А потом я пройду полностью всю поликлинику. Комментируя результаты выездной проверки, глава региона напомнил о необходимости сокращения отставания от графиков. При этом руководитель субъекта подчеркнул, что введенные в стране ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса не должны повлиять на качество и срок завершения работ. Хади Добрива, Хусейн Гагиев, Новости 24.